людям надо понять, что мы не просто жертвы, мы никогда не были просто жертвами. Нам просто и продали эту несчастную историю, и это мученичество, потому что была советская власть, да, они не хотели, чтобы мы были белорусскими людьми, белорусской нацией, они хотели, чтобы мы все были, ну, советскими людьми. И как это делать? С такой вот мифологией этого мученичества. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а сёння са мной на сувязі з далёкай, але такой блізкай нам усім Амерыкі, дакладней з ЗША, Веста Янусік Свенцен. З Веста у нас кандыдат у магістратуру Цэнтра вывучэння Халакоста і генацыда Ешаўскага універсітэта. Апроч таго, яна піша доктарскую дысертацыю ва універсітэце Брауна, гэта ЗША. Увогуле, калі я спытаўся, якія яшчэ вось у вас, як вот вас прадставіць, што назваць, якія у вас такія, можа быць, веды ці спецыялізацыя, то аказалось, што Веста гісторык, філосаф, антраполаг, паліталагіня, а яшчэ і займаецца псіхааналізам. І вось карыстаючыся усімі вось гэтымі інструментамі, яна вывучае беларусаў як нацыю і ввогуле як грамадства. Думаю, будзе цікава. Прывітанне, Веста. Здравствуйте, спасибо огромное за нашу беседу. И я хочу сказать, что конечно, я белорусская. Я родилась в Пинске, росла в Бресте, но я уехала в Америку в 96-м году, во 2 классе. И мое образование, оно все было в США. Так это мой академичный язык, это английский. Я это все исследую на русском языке, на белорусском, на украинском, на польском, на французском, на идише, но я это все обычно объясняю по-английски. Так, пожалуйста, извините меня, если есть ошибки, если я что-то говорю неграмматично, но я стараюсь, я учусь. Так, здравствуйте, спасибо большое за нашу беседу, и вот давай начинаем. Але тым не менш, Веста выдатна разумее беларускую мову, прынамсі разумее, адказваць пакуль што яшчэ не можа. Думаю, што яшчэ 1-2 эфіры на Еўрарадыё, і яна не горш, як Артём Шрайбман загаворыць па-беларуску. Тым не менш, Веста, але я ведаю, што хоць вы з'ехалі ў 2 класе з Беларусі ў ЗША, кожнае лета вы прыязджалі і праводзілі лета у бабулі у Беларусі. Гэта адтуль, вось гэтае лета у бабулі, яно не дало вам адарвацца канчаткова ад гэтай Беларусі, ужо там спакойна пусціць карані ў амерыканскую зямлю, і вот гэта дзесьці там у падкорку, у падсвядомасць вам увялі разуменне беларускай мовы. Ці адкуль яно у вас? Да, так я родилась в Пинске, как я говорила, и у меня бабушка была еврейкой, но она была такой скрытой еврейкой, она не рассказывала об этом, но себя вела чуть-чуть по-другому. И дедушка у меня был в партизанах, так у меня все время были истории про лес и так далее, и это так я шучу, что я могу кошерно зарубить курицу и могу взрывать поезда. Знаю как. Но тоже кошерно. Кошерно, да. Так бабушка моя, она говорила на таком вот, белорусско-польско-идышевском языке. Я, конечно, это не понимала. Я думала, что она по-деревянски говорит. Вот такое вот у меня, такое вот было понимание, когда я была маленькой, что русский язык это наш чистый язык, это образованный язык, вот такое вот. И мои бабушки и дедушки, они говорили по-деревянски, в моем понимании.
Ну, и еще у меня бабушки и дедушки с папиной стороны, они в Драгичине. Так я росла в Пинске и в Драгичине. И в Драгичине у меня бабушку репрессировали, ее в Алтайский край послали, а дедушка, ну, вырос в Драгичине. И поэтому их язык, это для меня было что-то необразованное. Потом, когда я приезжала, ну, когда я росла, я проводила лето в Беларуси, ну, в Пинске, в Драгичине и в Бресте. У меня, ну, я росла более-менее в Бресте, и и да, и мы всегда говорили там по-русски только. Ну, и когда я начала, ну, учиться в университете, я изучала русскую историю. Нам больше никакую историю не предлагали. Это было в Тюлейн в Новом Орлеане в 2009 году я начала. Это до 2014 года. Так у нас даже был один класс, назывался «Русская империя», и там мы изучаем всякие реки и так далее. Но ни слова про Беларусь, про Литву, про Украину, ничего. Только Екатерина Великая, только Петр Первый, только Москва и вот такой вот русский мир. И это было вот мое понимание, что наш язык русский, я выросла на русском языке. Потом, когда я начала исследовать вообще-то еврейскую историю, и я начала смотреть всякие свидетельства и так далее, я начала понимать, что что язык, который мова, которую ну, мои предки ну, использовали, это не деревянский язык, это настоящий язык, и это такой красивый и яркий, ну, просто такая яркая речь, и у меня очень, такая, любовь к этому началась. Прошлым летом я работала в музее Холокоста США. Я была одна из 2 человек, которые за последние 10 лет там изучали Беларусь, исследовали Беларусь. И я смотрела свидетельства, которые есть, такая организация называется Ехарен Унам, это французская организация. Они делали интервью в Украине, в Беларуси, старичками, которые, они не евреи, но у них спрашивали, здесь были евреи, где они жили, вы с ними дружили, что случилось, вот такое вот. И я могла понять это все, несмотря, как они, откуда они, какой у них белорусский, полупольский, что там такое. Это, мне это все, это мое наследство от этих моих бабушек и дедушек. И я очень горжусь этим. Так я изучаю белорусский язык. У меня 3 детей, они учатся в русскоязычной украинской школе, так у нас там говорят по-русски и делают украинские уроки. Они сейчас организуют белорусскую группу тоже. Так сейчас, когда у меня кто-то конфетку спрашивает дома, надо говорить «коли ласка». Так вот, и у нас украинская няня тоже. Так я пытаюсь в свой дом, в свою работу это все принести, и я этим всем очень-очень горжусь. Я б хотел удакладніцца у вас, якая вы, як вы лічыце, якая у вас асабіста ідэнтычнасць? Ведаеце, у мяне была размова с маім даўнім сябрам, габрэем по нацыянальнасці, Генай Шульманам. Гена Шульман усё жыццё пражыў у Беларусі, вот толькі 2 гады таму ён быў таксама, як і мы ўсе, вымушаны з'ехаць, но ён паехаў в Ізраіль, і я записываў з ім таксама нацыянальную ідэю, і ён кажа: ведаеш, Зміцер, можешь называть меня як хочешь, еврейским беларусам или беларускім евреем, але ни одну, ни другую частку ад мяне не выкинешь. Я и беларус, и еврей, хоть я по крови еврей, но по ментальности, по выхаванню, по ўсім я беларус. Вы, вот як вы вызначаете свою идентичность? Да, это очень интересный вопрос. Я
я не выросла еврейкой. Я не знала вообще, что когда-то были евреи в Беларуси. Я их не видела. Я родилась в Пинске, и я родилась в 89 году. А моя мама родилась в 68 году. Она не знала, что были евреи в Пинске. И в 41 году Пинск это был 70% еврейский город. Это был такой еврейский город, что он все еще в еврейской мифологии живет. Но я это никогда не знала. Так когда я в 29 лет узнала, что у меня еврейские корни, я сделала генетический тест, я не поняла, откуда это. Потому что когда я изучала в Америке, в США Холокост, это всегда была Анна Франк, это был Аушвиц. И еврейская история нам так училась, что Франция, Англия и там еще что-то есть в Европе, но нам все равно. Так то, что эта граница Польши двигалась, я это толком не поняла. А потом, как я рассказывала, вот мое понятие России, Русской империи, это я тоже никогда не изучала границу Польши. Так я не поняла, что у нас было такое еврейское население. И вообще у нас было такое полиэтничное население. Я выросла на этом русском мире. И что наш русскоязычный Брест это то, что всегда было. Так когда когда это все узнала, это у меня как был взрыв мозга, да, потому что я до этого момента я была белорусской девочкой, но которая, такая более русская девочка. Но так это у меня это все поменялось, и теперь я бы сказала, что я белорусская еврейка, которая белорусская еврейская американка. Но у меня моя душа белорусская. Но я, когда была в 19 году в Беларуси, я в первый раз вела машину в Европе. Я обычно не вожу машину в Европе. Я как-то боялась. В первый раз я за рулем. И я еду, и там все эти наши офигенные леса вокруг меня. И я подумала о том, что у меня мое наследство. Короче, у евреев есть эта концепция birthright, да? И в США хотя бы для нас birthright – это Израиль. Туда едешь в Израиль, это мы, как евреи, это наше место, это наше наследство. Мое наследство – это не Израиль, мое наследство – это Беларусь. И когда я на это смотрела, на все эти леса, я думала, чего это не наше наследство? Не всех евреев, это я говорю про ашкеназов, у которых корни из Беларуси, но я имею в виду всех нас, белорусов, нас в диаспоре и так далее. У меня такое ощущение сейчас, что Лукашенко украл наше наследство, и я его хочу вернуть себе для своих детей. И поэтому, да, у меня идентификация белорусская, еврейка в США, которая выросла в США, образована в США. Я очень обожаю США, но моя душа белорусская. А вось скажите мне зараз як психоаналітык ці там скажем на подставе свайго психоаналізу які вы рабілі беларусаў беларускага грамадства а беларусам яно трэба я зараз не кажу от беларусаў по этнасу менавіта все грамадзяне беларусы насельніцтва гэтай тэрыторыі скажем так а гэта і беларусы і там палякі мясцовыя і габрэі і все астатнія все хто тут ёсць але яны выхаваны то есть такія яны людзі такія як яны ёсць якія выхавалі ім гэтае наследство насамрэч патрэбнае. Мне кажется, без этого наследства, без понятия этого, понимания этого наследства, без этого чего-то, что тянет, мы это просто потеряем. И я это поняла, я это почувствовала в 2020 году, потому что когда я там была в 2019 году, то я приехала с детьми, и я искала эти еврейские корни, я искала могилы и так далее, но я показывала своим детям, я показывала своим детям, что такое Беларусь, и моя душа просто поет, когда я вижу, что мои дети влюбляются в это. Так я очень надеялась купить
квартиру в Бресте, и им дать то же самое, что я получила. Я хотела им давать каждое лето в Беларуси. И когда 20-й год случился, у меня душа просто болела, потому что меня там не было. Я хотела быть кусочком этого момента. Я была огромно беременной со своей дочкой, и понятно, что был ковид тогда. Так понятно, что Минск в 2020 году это было бы не прекрасное место для меня, но вот этот вот страх тогда у меня начался, что мы это наследство, мы эту страну мы это все потеряем. И тогда у меня вот этот огонь начался. Так мне кажется, что да, нам нужно это наследство, но со стороны психоанализа то, что меня очень интересует, то, что меня тянет, и почему я психоанализ изучаю, это потому, что у нас страх. У нас, как белорусы, и да, я имею в виду полиэтничные белорусы, у нас такой дикий страх. И есть у Юлии Тимофеевой поэзия такая, я ее обожаю, она, это, по-моему, называется «Бабушкино наследство». И она пишет про этот страх, что это наследство, это вот этот вот страх, это то, что мы боимся что-то делать, мы боимся что-то сказать. Мы даже не знаем, не помним, откуда этот страх начался. И я, конечно, как исследователь Холокоста, Второй мировой войны, я знаю, что то, что население выжило, понятно, что жертв было огромное количество, но то, что выжившие увидели... Я помню, когда я у дедушки спросила в Драгичине, дедушка, здесь были когда-то евреи? Он посмотрел на свои руки. Он вот так вот смотрел на руки. И он сказал, да, они были, и их увели вот туда, вот возле моста, там где кладбище, их застрелили, и больше не было евреев. И я как-то все время думала, почему он смотрел на свои руки. Я потом как-то на Википедии посмотрела, что случилось в Драгичине. И я узнала, что белорусские подростки, молодые парни, которые... они там никак не венно, да, они просто там жили. Фашисты их заставили похоронить все эти тела, без лопат, руками. Так я не знаю, если мой дедушка, был часть этого, или он увидел, если он их сам хоронил, но он смотрел на свои руки. И просто я к тому это говорю, что мы все время думаем о победе. У нас понятие Великой Отечественной войны и нашего наследства – это вот победа, да? У нас история победы. Но мы потеряли субъективность. Это советская история. Мы потеряли субъективность человека. Был бы этот человек солдат, это какой-то партизанский, это боец, или просто выживший человек из какой-то белорусской деревни. У всех такая великая травма после этого. И с этой травмой, особенно у элементов, которых как-то не воспринимали, например, как у этих, которых захватили, военнопленных. Сталин у него такое понимание было военнопленных, что они предатели, да, и это, даже сейчас все еще в музее обороны Брестской крепости они, пишут, что военнопленных взяли из Брестской крепости, по-моему, там 3200 человек, да? Настоящая цифра 6800 человек. И какая у них разница? Это они сдались или они попали в плен? Да? Они не воспринимают тех, которые сдались, потому что вот это трусины. Это у нас такое, такой стыд об этом. Так это, я просто к тому, что когда эти люди после Второй мировой войны, у них эта травма, у них своя история, у них своя боль, они не могли это
об этом говорить. У нас, есть такая концепция, что нужен cultural witness, да, это культура, это структура, которая может на тебя посмотреть и сказать, твоя реальность, то, что с тобой случилось, это что-то настоящее, и мы тебе сочувствуем. Нет, у нас только вот эти вот всякие, у нас это история победы, Великой Отечественной войны, и вот это вот, понимание того, что это вот эта вот мифология мученичества, да. Я писала про Брестскую крепость, я вообще завтра в Ельском университете об этом рассказываю, про Брестскую крепость, и вот это вот мученичество, что мука, что мы отдаем свое тело за Родину, и это вся наша ценность. Но в нашей субъективности нету никакой ценности. И мне кажется, из этого всего пришел этот страх, что люди не смогли иметь свою субъективность, и они это все держали. И эти мамы, папы это все держали, и они так детей растили. И без этого вот понимания, без разговора. И это, понятно, я это все изучаю, я исследую, у меня еще нету ответа, но я хочу понять вот этот вот страх. И я выросла на этой вот фразе, которую мы все знаем, хотя бы нету войны. Да? Абы не было войны. Да, хотя бы не было войны. Ну вот так вот. И, что бы ни было, хотя бы не было войны. И я понимаю, что эти войны, они нас разграбили. То одна армия прошла, то другая армия прошла. Но, с другой стороны, когда мы живем на этой фразе, мы все время, мы остаемся жертвами. Нам страшно. И эта идея войны, она всегда живет в нашем уме. Мы без нее никто, да? У нас всегда вот эта вот война. И понятно, что Лукашенко за все эти годы он это использует. Так поэтому, да, я хочу понять вот этот вот страх и откуда это. И мне кажется, вот эта вот идея того, что кто мы такие, что у нас есть какая-то сила, и что мы, вместе, что есть эта инклюзивная национальность, какая-то белорусская, нам это надо, чтобы субвертировать этот страх и субвертировать советскую историю. Без этого мы рассеемся, и Россия просто нас съест. І все ж таки, калі браць вот сённяшні дзень і калі мы гаворым про наследие, вот сёння мы атрымалі сваё наследие, і што там у гэтым наследии у нас ёсць? Толькі вось гэты гісторыя страха, можа быть, вот этыя палі, бярозкі, там сінявокая Беларусь, там наши вазёры і ўсё, а мова, культура, гісторыя, дзе яно? Нам надо это все, это на нас сейчас, да, в наших руках. Мы живем в диаспоре, и мы можем интегрироваться в наши страны. И даже, посмотри на меня, да, я выросла, я уехала во 2 классе в 96-м году, спокойно могла бы изучать что угодно другое, могла бы изучать историю Франции. Нет, меня все равно это Беларусь, меня тянет, потому что я хочу понять, что было, что есть, что наше. И у меня такое чувство, что есть история, это этническая история белорусов, да, и что меня очень интересует, особенно поскольку в последнее время я же, пишу про тему Второй мировой войны и Холокоста, это да, там очень-очень много смерти. Но я свою аспирантуру сейчас писала про Литву и про местечко в Литве, и какие там были связи между евреями и их соседями, и что случилось, почему эти соседи решили вдруг их убить. Да, так я смотрела межвоенный период, я смотрела советизацию, вот такое вот. И что мне попало в голову, это в Беларуси почему-то белорусы, они коллабораторами обычно не были, они в это не влазили. Они иногда попадали в полицай, им там платили. Но коллабораций на таком уровне, как в Литве, или даже как в Украине, у нас в Беларуси не было. И у меня возник такой тезис, что это
из-за земли. Потому что у литовцев, литовских фермеров, у них ну вот такая вот привязка к своей земле, своя ферма. Я литовец, я литовский человек, я это выращиваю что-то, и это вот мое. У наших белорусов, они же работали на земле поляков, да? Так у них не было своей земли, это не случилось до момента до 1939 года, когда Советский Союз лишил поляков земли, их репрессировал и дал вот эти вот маленькие кусочки земли. Так у них не было вот этого вот чувства, что кто-то у меня украдет эту землю, украдет мою жизнь, мое понятие себя, и я должен, из-за этого, это как existential crisis, да, тогда это он или я. У нас в Беларуси этого не было, и было больше какого-то, больше тянуло к соседям, насколько я понимаю. И мы об этом не говорим. Когда мы не говорим, например, про еврейскую историю, когда мы теряем еврейскую историю, мы теряем белорусскую историю тоже. И было столько белорусов, этнических белорусов, которые сами погибли, спасая деток, например, еврейских из гетто. Были целые белорусские деревни, которые спасали детей. Была одна под Минском. Так я просто к тому, что эта история не только вот Беларусь, там реки, вот такие вот, красивые, там, я не знаю, цветочки, вот такое вот. Нет, есть история нашего языка, да, есть этот язык, есть литература. Нам надо писать. И в диаспоре нам надо писать эту литературу, нам надо писать эту историю, нам надо это искать, исследовать, читать, слушать, редактировать фильмы. И это, это в наших руках сейчас. Нам надо это себе вернуть, это наследство. Так, да, но то, что я чувствую, это то, что не надо это вот так вот разделять на вот этнические белорусская история, еврейская история, польская история. Нам надо это как-то интегрировать в наше самопонятие. И когда например, когда я пишу эту историю, я никогда не пишу только со стороны еврея. Мне всегда надо история его соседа. И мне кажется, в этом лежит наше наследство. И еще, кроме того, у нас такое понятие из-за Советского Союза, что наша история началась в 1939 году, да? Потому что объединение Беларуси было тогда. Но у нас была история до этого. Например, БССР с начала 20-х годов, это была страна со своей культурой. И Лукашенко об этом не хочет говорить, да? Но это была страна, и она была очень интересной страной. Например, евреи, я просто говорю про евреев, потому что это то, что я исследую, но это евреи, они, у них были театры на идишском языке, у них была литература советская на идишском языке. И это просто, это все продвигалось, оно было интересно. И да, после Холокоста это все забылось, но были, белорусские даже националисты какие-то. Я знаю, что национализм сейчас это как грязное слово, но я это не считаю грязным словом. Я начиталась Бенедикта Андерсона, да, эти воображенные сообщества, и нам нужны эти национализмы, понятие нации, чтобы мы не были сами в мире, да, нас тянет к людям. И для этого, да, надо строить культуру, надо строить язык, надо строить самопонятие, и нам надо как-то тянуться к этому, потому что я в диаспоре выросла. Я уехала с мамой, и в то время, в 90-х годах, было очень много женщин, которые приезжали из Беларуси, из Украины, из Молдовы, из России. Они выходили замуж за американцев, и они очень часто приезжали с детьми. И обычно эти дети теряли язык, они теряли самопонимание или идентификацию себя как украинский человек, белорусский человек.
И я была одной из единственных, которая это не потеряла. Меня всегда тянуло. Но я очень серьезно занималась, изучала фортепиано, и у меня учительница была русскоязычная, и я балетом занималась. Тоже русскоязычные люди, и я балетом занималась в самом Бресте летом. Так поэтому, да, меня всегда тянуло, но я вижу, как люди в диаспоре могут это терять. И поэтому нам надо беречь это наследство, и надо просто не только беречь, а надо строить. В том плане, что надо эти поэзии на белорусском языке писать. Нам надо писать, надо писать эту историю, надо это исследовать, надо делать фильмы, надо пьесы писать и так далее. И нам, как зрители, нам надо это все, нам надо самим это искать, читать, вкладывать свои ресурсы в это, и, вот такое вот. Веста, а скажите мне, каласка, может быть, вот я цалкам згодны, что трэба писаць і гісторыю, тому что насамрэч мы вельмі шмат не ведаем со сваёй гісторыі, даже недаўняй. Мы не ведаем фактычна про антысавецкі супраціў после другой сусветнай войны по заканчэнні, калі там у 40-х годах партызаны, антысаветчыкі былі ў Беларусі. Про это не ведаюць нічога, потому что это нас выкрасілі гэта. Але я про тое, і узгадываючы ваши словы про вось гэтую нейкі страх, які где-то у характары, может быть, нават на ментальным узроўні у беларусах закладзена такая гісторыя страха. А можа нам патрэбна пішучы гэтую новыя старонкі гісторыі, там ці здымаючы фільмы, рабіць нейкую такую гераізацыю і міфілагізацыю нашай гісторыі, каб мы мелі сваё там храбрае сердце, каб могли сказать, мы тут не толькі ў лаптях слёзы льем, а можем и вот... Как вы думаете, накольки это важно? Да, я слушала, я вам говорила, я слушала 3 ваших интервью вчера, и был один, я извиняюсь, я не помню человека имя, это был очень, недавно вы его опубликовали, и у него такое чувство, что вот сами... то, что я получила от этого, он говорил, что вот белорусы, они сами виноваты того, где они оказались, да? Да, это правда, но мы это не, если мы просто давим этих белорусов и говорим, что вот они виноваты, мы сами виноваты, ля-ля-ля, то что с этим делать, да? Нам надо это храброе сердце, нам надо, я люблю по-английски слово agency, я сегодня попыталась подумать, что такое, как это сказать по-русски, я не нашла, но вот эту вот силу, что это в наших руках, да, нам нужны эти истории того, и нам надо строить мифологию. Как я говорила, мифология — это обычно такое как бы плохое слово. И, как я говорила, у нас сейчас вот эта вот советская мифология мученичества. И это, да, это влазит вот это вот, что мы в лаптях, мы плачем, спалили наши деревни, ля-ля-ля. Не только спалили наши деревья, деревни. И их так само спалили. Да. Но были те же партизаны, были люди, которые, это воевали. Мой дедушка, он мне рассказывал про то, как выжить в лесу, что это, от сосны эти шишки, когда они такие вот молоденькие, что они настолько вкусненькие. Я это все еще помню, да. И мой дедушка, он белорус, прадедушка. Я имею в виду, он белорус, он не еврей. Так я просто к тому, что нам надо искать эти истории, нам надо это писать, потому что людям надо понять, что мы не просто жертвы, мы никогда не были просто жертвами. Нам просто продали эту несчастную историю, и это мученичество, потому что это была советская власть, да? Они не хотели, чтобы мы были белорусскими людьми, что мы были белорусской нацией. Они хотели, чтобы мы все были, советскими людьми. И как это делать? С такой вот мифологией этого мученичества. Когда я говорила про Брестскую крепость, я смотрела этот фильм «Брестская крепость», да? И что там в этом фильме? Там все русскоязычные. Все говорят только на чистом русском, ни у кого нету ни акцента,
Потом единственный еврей в этом фильме — это Ефим Фомин, так он, он советский еврей, да, я комиссары еврей, я еврей. И они все вот это вот мученичество, вот это вот, как это вот у нас мемориал этого жажды, да, вот с этой протянутой рукой, шлемы, и мы, бросаемся на эти танки со своими лопатами, вот посмотрите на нас, вот это вот, это в нас влезло, да, это победа, и я, например, я сейчас смотрю на то, что Россия делает в Украине, они берут, швыряют людей просто как мясо. И это вот все еще этот нарратив мученичества. Нет, нужно смотреть на индивидуала, на ценность одного человека и его или ее субъектности. И надо смотреть на этих людей в нашей истории. И надо рассказывать эти истории со стороны, не прятать то, что грязное, то, что чистое, то, что чуть-чуть другое. Я посмотрела, когда я была в музее Холокоста летом, они мне вообще-то закупили белорусские учебники по истории. И там такой вот был из 20-го или 21-го года, такая вот книга. Там открываешь на первой странице, там не какой-то не солдат, не партизан, нет. Там Лукашенко и Путин, это ручку в ручку, и вот так вот это. Потом там смотришь, и там, например, дети-партизаны, и там пишут про одного, ему там было, я не знаю, может быть, 9 лет, он что-то взрывал, зовут его Давидович. Пишут, вот Давидович, вот его маму погубили, вот его деревню спалили, и вот там Давидович взрывал поезда. Я думаю, Давидович еврей. Чего они не говорят, что Давидович еврей, да? И не просто спалили его деревню, а он был евреем. Они, фашисты, наверное, в акции застрелили всех евреев в городе. Но они это уже не пишут, потому что это вот эта история, вот этого геноцида белорусского народа. И что случается, когда мы используем когда это становится нашей историей? Если это наша история, то мы снова жертвы. Мы снова жертвы Запада. И нету никакой у нас силы. Но, Давидович, этот еврейский мальчик, что он сделал? У него была какая-то он себя идентифицировал, наверное, евреем. Его, понятно, евреем идентифицировали, потому что это, понятно, еврейский мальчик, да, что фашисты делали с ними. Но мы не можем на это посмотреть сейчас. У нас вот такая вот очень flat, как бы, как сказать по-русски, я просто к тому, что не яркая история на данный момент. И у нас такой момент, в диаспоре и в самой Беларуси, когда наша национальная идея, она еще такая, она молодая, да, и очень часто, когда строится эта национальная идея, я знаю, например, смотря на Литву в 90-х годах, смотря на Украину, это очень часто начинается с такой этнонационалистической идеи, да, так это вот история, людей, древних каких-то людей, потом история того, как, был империализм, история жертвы, а теперь вот мы вместе, но у нас один народ. И это просто, мне кажется, что у нас что может быть опасным? Это вот история вот этого белорусского, геноцида белорусского народа, который Лукашенко сейчас пытается нам продать. Это влазит вот этот вот аналог, в который мы тоже с диаспоры можем влезть. Того, что мы один белорусский народ, который жертва. Да? Если мы это используем, то это очень-очень легко потом манипулировать, потому что у нас все еще эти советские механизмы остались в голове, это все еще может влезть в этот в то, что нам Лукашенко пытается продать. Вторая история более, как бы европейская история того, как, мы часть Посполиты, у нас, у нас вот такие вот, к нам приезжали там французы, мы европейские люди. Это более-менее то, где сейчас Литва, да. Они сейчас пытаются себя показать как европейская страна, католическая церковь, связь с этим всем и так далее.
Да, это тоже можно использовать, но это тоже не яркая история, и она чем-то чувствуется не нашей, да, как будто бы мы какая-то пародия для чего-то, что мы не то, что у нас что-то свое, а мы пытаемся поделаться под Европу. Мы пытаемся себя вести как англичане и французы, и нам так чуть-чуть так неудобно, потому что мы просто белорусы, мы не французы. Есть еще третья версия, это советская история. Мы знаем, что это такое, но мне кажется, у нас такой момент, когда мы можем взять и построить свою мифологию, свою национальную идею, которая четвертая версия. И четвертая версия, да, мы можем сказать, что, у нас белорусы в Ляптях, у нас это свои реки, своя пища, у нас это история империализма, у нас советская история, но у нас это всегда в нашей истории было это этничное население. И это то, что этот фильм «Брестская крепость», это то, что он стирает, да, потому что там они показывают только этот русскоязычный Брест. И, в 1941 году это неправдиво, это смотреть. Так поэтому я просто к тому говорю, что если мы пишем эту инклюзивную историю, яркую историю, в которой белорусы не всегда это правы, но в которой истории они, может быть, сопротивлялись против Советского Союза, против фашизма, может быть, они были коллабораторами, может быть, они тоже убивали своих соседей, может быть, они их спасали, то такой истории, в этой яркой, богатой истории есть, момент, в котором мы можем спрашивать вопросы. И мы с такой историей, мы учим население думать о том, кто они, где их место в этой истории, и что мы можем исправлять. И с тоталитаризмом, я правильно говорю? Тоталитаризм. Скажите, пожалуйста, слово. Тоталитаризмом. С тоталитаризмом, да, это если видишь тоталитаризм в своем прошлом, если ты это видишь в истории, то, что случилось, то ты уже не можешь не видеть это в данном моменте, потому что ты видишь признаки этого. И поэтому они пытаются нам продать эту несчастную историю этих белорусских жертв, которых это с агрессией Запада против несчастного белорусского народа. Потому что тоталитаризма в этом нету. Он только на Западе, но у нас, на нашей земле этого нету. А если мы это видим в нашей истории, то мы это видим сейчас тоже. Мы не можем, человека, когда они знают эти вещи, то от них избавиться невозможно снова в уме. Пропаганда просто не будет настолько сильно работать, не так, как сейчас. Веста, я удакладню. Таким чынам вы раіце ўсё ж таки, калі і брацца за там формулёўку, формуліраванне, там некую там складанне нацыянальнай ідэі, то падмурак яе, то есть пачынаць гэта будаўніцтва трэба недзе там з дагістарычных часоў, не там з Полацкага княства, там Великае княства літоўскае, ці Рэчы Паспалітай, там ці паўстанне Кастуся Каліноўскага, а браць апошнія гэтыя часы, нейкі такі гістарычны перыяд, які мы можам азірнуцца і яшчэ убачыць где-то там у сябе за спиной, то есть недалёкія часы, то есть глыбока не лезьці. Мне кажется, мы можем глубоко лезть. Почему не лезть? Мне кажется, надо глубоко лезть. Понятно, что чуть-чуть по чуть-чуть, как слона съешь, да? Это чуть-чуть по чуть-чуть. Но это мы можем как по-английски сказать work backwards. Мы можем, например, я хочу исследовать, я изучала историю Холокоста. Когда я начала изучать историю Холокоста, я посмотрела и подумала, как я могу изучать историю Холокоста, если я не знаю межвоенный период, что было между людьми, да? Так я,
более-менее с 18 года изучаю. И теперь, когда я иду в докторскую работу, я хочу больше тянуться к 90-м годам, к 2000-м годам, чтобы понимать, как мы, как Литва, как Украина построила это формирование политической идентичности, да, это то, что я хочу исследовать. И как вот эти вот как бы призраки в это все вписываются. Призраки, например, еврейские, как травма это во все влазит. Мы это все пытаемся прикрыть бетоном и спрятать куда-то, или мы этих призраков приглашаем к себе на чай? Вот это вот мой вопрос. Так я, например, на это смотрю. Другой человек хочет как вы говорили, сопротивление белорусов против советской власти в межвоенном периоде, надо это изучать. Надо идти дальше. Надо как бы ступенькой по ступенькой идти по чуть-чуть, обратно. И да, как я говорила, в диаспоре, те, которые мы исследуем это все, мы пишем, нам надо на это смотреть, нам надо изучать свою историю и это писать, потому что иначе для нас это напишут, это не будет наша история. Так нет, и мне кажется, глубоко лезть надо, это обязательно надо делать. А іншыя люди кажуць, что нам лезть, озираться, спознились мы с формованием нации, национальной идентичности, свядомости, формулявання национальной идеи. Коли іншыя нации займались процессами нация будаўніцтва у 18-м, 19-м, может быть там початок 20-го стагоддзя, то мы до гэтага часу яго как бы и не завершили, а некаторыя кажут, что и не пачалі нават. То может быть, спознились и спознились. Чаго нам уже там бегчы ззаду паровоза, спрабуючы яго догнать. Можа, нам и не трэба. Тут уже космические корабли бороздят просторы, как говорится. Надо думать про іншае. Ладно, спознились и добра. Он уже зараз нават не постмодерн, а уже, видать, постмодерн адбываецца у Европе, уже адмаўляются от пэўных там адмежаў, адмаўляются вот этих прыкметаў нацыянальных усіх этих ідэнтычнасцяў. А у нас их и нема, этих вот неких таких адметнасцяў и ўсяго астатняга. Пакуль іншыя толькі пачынаюць адмаўляцца ад нацыянальных чыннікаў, мы их и не займелі, мы тут наперадзе ўсіх. Так давайте вот так и поведем всех за собой. Отмовившись, станем такими людьми сусвету. Мне кажется, это просто невозможно. Это невозможно это сделать. Эти истории, они у всех есть внутри. Это понятно. Так если мы не напишем эту историю, если мы на это не смотрим, если мы пытаемся быть людьми света, то мы не поймем, что мы просто будем жить с этой советской историей, с советской версией, которую, все еще, например, Лукашенко хочет нам, продать. Невозможно от этого избавиться. Например, когда то, что я писала про Брестскую крепость, это то, что, я росла в Бресте, да, так я все время гуляла по этой крепости с самого-самого детства. И я, например, смотрела на фотографии, и вот у меня фотографии, я 3-летний ребенок, и я сижу на этих красноармейских танках, да, или я смотрела на фотографию моей сестрички. В 9 лет она была в кадетском классе, так у нее вот такая вот форма, да, и она тоже стоит перед танком. И я просто подумала про эту милитаризацию детства. У нас это нормализировано. В других местах, например, в США, это не нормализировано. Так если мы не смотрим на это, то мы это наше будущее несем, да? Вот это вот, например, это милитаризация детства. Я понимаю, что Лукашенко, да, они сейчас, оружие показывают маленьким деткам в школах и так далее. Тихановская все время это ставит, в свой эфир. Но я просто к тому, что вот эти вот импульсы, такие вот вещи делать, и как мы отвечаем на,
попытки, будущее, например, если бы Лукашенко ушел, и вот было бы у нас правительство, как мы строим эту страну, это все рефлексия того, что у нас в нашем прошлом. Тех же историй, той же мифологии. Так мы не можем просто это все забросить и идти в будущее. Это нереально. У человека есть ум и самопонятие, это влияет на наши действия. И, например, у меня есть один друг, его зовут Арвидас Кришинас, он литовец, он сейчас в Йелском университете. Он написал, он политический антрополог, он написал такую интересную теорию маски. Так, например, вот человек становится президентом. Человек не родился президентом. Человек, он сам человек. У него есть своя субъективность. Он становится президентом. И когда он президент, он одевает маску президента, да? И он делает что-то. Он живет жизнь, он принимает какие-то решения, нося эту маску. Но в эти моменты то, что с ним случается, это меняет его субъективность. Так это не то, что он просто может взять и эту маску снять и избавиться от этого. Так же, как вы говорите, что мы можем просто избавиться и идти в будущее. Нет, это поменяло его субъективность. Так даже когда он перестанет быть президентом, он не тот же самый человек, который был до того, как он стал президентом. Так я к тому это говорю, что, например, если человек ходит в эту Брестскую крепость и не знает настоящую историю города, и только видит эту вот русскоязычную историю, это мученичество и так далее, то да, они могут сами думать, это все бред, да? Но это их субъективность меняет. Так я просто к тому, что у нас, у всех есть субъективность. И если мы на это не посмотрим, и если мы эту мифологию не поменяем, то, что мы будем из этой страны строить в будущем, это все будет туда лезть, это все будет влиять. И, к сожалению, очень-очень легко влезть в фашизм, если мы используем все еще вот эту вот символику, механизмы Советского Союза, которые нам сейчас понятны, и мы еще берем этнонационалистическую историю, это национальную идентификацию, и мы это все сложим вместе, то получится фашизм. И понятно, что мы не хотим вот такое вот строить. Так нет, мы не можем просто быть людьми мира, которые просто вступают в будущее и говорят, это все за нами. Нет, так не получается. Я зараз вот ваши апошнія словы слухаў і прыгадаў гісторыю, якую мне ў свой час расказваў цяперашні палітвязень Александр Фядута. Ён расказваў про тое, что некалі там на 2000-х годах на пачатку у адміністрацыі Лукашэнкі з'явілася думка, што ім трэба сфармуляваць нацыянальную ідэю сваю. Далі яны заданне там людзям, адмыслоўцам, тыя там где-то з колькі месяцаў думалі над гэтым, потым прыйшлі, сказалі, нічога не атрымаецца. Говорит, а чаму не атрымліваецца? А яшчэ ж далі заданне, што по-беларуску вот сфармулявалі, написали, расписали. Он говорит, а як вот не крутим, то вот калі вот писать нацыянальную ідэю под Александра Рыгоровича, то атрымліваецца Mein Kampf толькі по-беларуску. Да, это то, что это точно то, что я говорю. Да, к сожалению. И поэтому нам надо, у нас сейчас этот момент, когда мы ждем чего-то, мы ждем, чтобы, я не знаю, Лукашенко помер, вот у нас сейчас промежуток времени, нам надо это писать, нам надо делать эту структуру. И поэтому вот я лезу в политику, потому что нам надо строить демократическую структуру, чтобы у нас уже была нормализация этого, чтобы люди ожидали, что есть выборы. Я же выросла в стране, где, Америка не идеальная страна, да, мы можем, голосовать за какого-то очень непрекрасного президента иногда, но мы можем это снова поменять через 4 года. У нас люди ожидают это. Я шучу, что я хочу такую Беларусь, где наши бабушки могут идти, собирать грибы
И они могут выбирать своих представителей. Они могут ожидать, что будет завтра выбор. Вот завтра они не будут собирать грибы, потому что завтра они пойдут на выборы. Вот я хочу такую демократическую страну. И нам надо сейчас, в этот момент, не сидеть так просто и ждать, и жаловаться, что вот у нас не сбылось все в 2020 году, а это вот. Я пишу диссертацию, вот у меня 6 лет в Браунском университете, нам надо писать свою диссертацию страны, да? Надо писать историю, надо строить эту национальную идею, и нам надо строить политическую структуру и нормы, и нормализировать демократию, чтобы это было, чтобы мы могли вступить в тот момент, в правильный момент. И мы не знаем, когда этот момент будет. Может, он будет через год, может быть, он будет через 10 лет, но нам надо быть готовыми, потому что если мы не будем готовыми, кто-то другой будет. И, к сожалению, нам это, не то, что мы хотим, да? Ну вот вы фактычна зараз і адказалі на маё пытанне, якое я вот що ніяк не ведаў, як мне яго задаць, таму што яно здавалася б ніяк не ўпісваецца ў тэму нашай праграмы. Я вот усё глядзеў вам сюды, без всяких там думак дурных, а читаючы надпіс і думаю, вот навошта ёй, седзячы там у ЗША, ладно, ёй цікава беларуская гісторыя беларуска-еўрэяў, там Холокоста, нафіга лезці вот ва ўсе гэтыя вот палітычныя працэсы. Адказала, правильно, згодны. Добра, Веста, давайте на заканчэнне все-таки ваше меркаванне, тут стандартныя пытанні, якія я задаю ва ўсіх праграмах. Новая Беларусь, то есть па-першае, а вы згодныя вярнуцца ў новую Беларусь? Да, я говорю, я в 19 году я хотела купить квартиру в Беларуси, я хотела растить своих детей, там несколько месяцев наполовину в Беларуси. Если это будет, это новая Беларусь, я хочу вернуться. Я хочу там работать профессором. Я хочу студентов, обучать о истории, о Холокосте. Я хочу избавиться от этой пропаганды. И, правду сказать, я бы хотела быть, в политике. Я хочу строить эту страну. И я даже, это звучит как шутка, но все мои близкие люди знают, что я хочу, когда я умру, хочу, чтобы взяли мой прах и его рассыпали по белорусскому лесу. Это мне очень важно. Тогда, конечно, я вернусь. У гэтай новай Беларусі палітычны рэжым які? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія, княства вялікае? Мне кажется, что нам надо парламентская, потому что президентская это, к сожалению, особенно, например, я живу, у нас executive, legislative и judicial branch в Америке, и это работает более-менее. Сейчас у нас эта система очень-очень слабая, но мне кажется, парламентарная это более людям дает вот это вот право, и какую-то, люди имеют свою силу что-то поменять. Потому что, например, когда я исследую межвоенный период, то эти президентские системы очень часто, они, культ личности превращаются. И мы, конечно, это увидели с Лукашенко. І у гэтай новай Беларусі дзяржаўная мова. Якая і колькі іх? Мне кажется, что нам надо изучать белорусский язык. Когда я уехала во 2 классе, я его не изучала. Это было в 96 году. Мои сестры изучали, но мои сестры русскоязычные, они из Бреста, и они используют русский язык между собой, они говорят по-белорусски обычно. Так нам надо это... мой старший сын в Новом Орлеане, он вырос в билинг школе, французский язык, потому что в Луизиане вот такая вот был этот французский язык, они от него избавились в 70-х годах, и они попытались его вернуть. И они французскоязычных учителей из Франции, из Африки привезли в Луизиану и построили школы такие. Так мне кажется, что нам надо будет вот такое вот что-то строить, где более-менее белорусская школа
изучают там русский язык, но нам надо еще изучать английский язык. И почему я это говорю? Это потому что нам надо в экономику Европы вступать, и для этого нужен английский язык. И кроме того, то, что я, моему старшему сыну 16, все наши подростки сейчас сидят на ТикТоке, да? И если в Беларуси сейчас только белорусские дети смотрят русский ТикТок, то что они смотрят? Для них это только русская пропаганда. Так субвертировать это можно с белорусским языком и с английским языком. И поэтому мне кажется, что наши главные два языка должны быть белорусский и русский. И по чуть-чуть, чем больше люди принимают этот белорусский язык и знают это, могут использовать, например, в медицинских, медицине, в экономике, в армии и так далее, тогда можно уже передвигаться на то, что это у нас белорусский язык главный. Но на данный момент, мне кажется, есть, например, я еще не говорю по-белорусски, нам надо использовать и тот, и другой, но надо хорошее, сильное знание английского языка. Згодны. Ну і на завяршэнне нацыянальная ідэя ад Весты Янусік Свенсон. Як яна гучыць? Это полиэтничная, инклюзивная национальность. Национальность – неплохое слово, нам надо это строить, нам надо это строить в нашей огромной одной диаспоре, нам не надо ссориться, нам надо вместе об этом думать, нам надо разговаривать, но оно должно быть инклюзивным. И с этим всем мы можем писать истории, мы можем делать свою структуру, мы можем писать стихи, музыку белорусскую, мы можем строить то, кто мы, но это должно быть полиэтничным, инклюзивным, и надо иметь это понятие и ценить этот национализм. Поліэтнічнасць, інклюзіўнасць, нацыяналізм. У добрым сэнсе гэтага слова. Дзякуй вялікі. Веста, вось гэты кубачак, я спадзяюся, калі-небудзь я перадам вам, гэта падаруначак і падзяка ад Еўрарады, праграмы Ідэя Х і мяне асабіста за ўдзел у нашай праграме і за выдатную цікавую размову і выдатную і арыгінальную нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі, Веста. Шчасліва. Дзякуй. Жыве Беларусь. Спасибо большое. Живи вечно.